Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня обсудим с вами вопросы, связанные с укреплением экономики и социальной сферы Республики Ингушетия. Отмечу, что за последние годы по ряду показателей в регионе добились неплохих результатов. Устойчиво растет промышленность и аграрный сектор, растет и оборот розничной торговли. Отмечу и позитивные демографические показатели. Население Ингушетии год от года растет. Как и в других кавказских республиках, здесь немало многодетных семей, и что особенно важно, это хороший пример для всей России. Эти семьи пользуются уважением и вниманием общества. Вместе с тем, регион по-прежнему остается дотационным. Здесь сохраняется ряд серьезных экономических и социальных проблем. Одна из них – это высокий уровень безработицы. Он значительно, в разы превышает среднероссийский уровень. При этом в самом уязвимом положении находятся молодежь, люди преклонного возраста. Найти место работы для них весьма сложно. Да и те, кто работает, зачастую не могут похвастаться хорошей, высокой заработной платой. Ее уровень ниже, чем в среднем по России. Не меньше проблем в социальной сфере. Так, показатель младенческой смертности в Ингушетии один из самых высоких в стране. В республике ощущается дефицит квалифицированных врачей и среднего медицинского персонала. Остро не хватает мест в дошкольных образовательных учреждениях. Большинство школ работает в 2 смены, а некоторые и в 3, 11 школ. Улучшить ситуацию была призвана федеральная программа «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» на 2010-2016 годы. Средства на ее реализацию ежегодно выделялись и выделяются. И хотел бы сегодня поговорить на тему о том, какие мероприятия программы уже реализованы, а где есть задержки, срывы и почему. Вот мы сейчас с руководителем республики говорили, и эти цифры еще раз освежили в памяти. В 2014 году выделено из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей, в 2015 предусмотрено 4,2, может быть, даже чуть побольше получится, да? А в 2016 4,4. Очевидно, что ключ к решению многих проблем – это более полное задействование промышленного и аграрного потенциала республики. Я не раз отмечал, сегодняшняя ситуация открывает новые возможности для роста производства, для освоения внутреннего рынка. Это в полной мере относится к тем отраслям, которые традиционно развиты в регионе. Имея в виду прежде всего, конечно, аграрный сектор, предприятия легкой, пищевой промышленности, переработка. Для их устойчивой работы и развития, для увеличения объемов и номенклатуры выпускаемой продукции нужно, безусловно, активнее искать дополнительные инвестиции. В целом повышать инвестиционную привлекательность республики, улучшать деловой климат. Полагаю, сегодня мы с вами предметно обсудим все эти вопросы. Важная задача – укрепление материальной базы системы здравоохранения Ингушетии. К 2016 году в Назране должен быть построен современный перинатальный центр. Однако график его строительства нарушается. Хотел бы сегодня поговорить и об этом, о причинах. Строительство социальных, культурных, спортивных учреждений имеет для республики особое значение. Людям должны быть созданы условия для качественного медицинского обслуживания и образования, для отдыха, для занятий спортом, для интересного и разнообразного досуга. И нужно подумать, как это все будет выглядеть в той программе, о которой я уже упоминал, о программе развития республики. И последняя, практически 5-я часть, 22,8% жилья в регионе относится к категории ветхого и аварийного. Обращаю ваше внимание, коллеги, это самый высокий показатель по стране, даже выше, чем в шахтерских регионах. Как выполняется региональная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья? Тоже вопрос, который ждет кропотливого исследователя в нашем с вами лице. Вы отметили, что Республика Ингушетия, она молода по сроку образования, но самое главное, действительно, по структуре населения. Это одна из самых молодых республик. Всего лишь около 10% жителей республики – люди преклонного возраста. И что очень важно, что трудоспособное население одно из самых высоких в Российской Федерации, более 57%.
Очень важна и структура населения, чтобы там 60% живет на селе и 40% только в городе. Поэтому вопрос занятости, как вы правильно отметили, является ключевым и самым критичным для формирования социальной и экономической стабильности. Мы понимаем, и в рамках дальнейшего доклада я скажу, что решить вопрос полной занятости в рамках республики или даже Северо-Кавказского федерального округа, понимая такие же в целом позитивные тенденции естественного прироста населения, невозможно. Поэтому мы считаем, что в целом и Ингушетия, и большинство республик СКФО должны стать одним из ключевых, в хорошем смысле, ресурсов для формирования рынка человеческого, извините за такое сухое слово, капитала в Российской Федерации. Потому что вот на Дальнем Востоке только на прошлой неделе было создано агентство по управлению человеческим капиталом. И я уверен, что наладив кооперацию с соответствующим министерством, и мы уже договорились с Министерством образования, мы должны сформировать программу развития системы образования, именно нацеленную как на потребности региона, так и, что очень важно, по ключевым традиционным специальностям на потребности в целом Российской Федерации, с учетом тех отраслевых программ, которые сегодня приняты или будут приняты. Вы отметили, Владимир Владимирович, что и у нас естественный прирост действительно ежегодный, и в этом году за это полугодие, постучим по дереву, мы имеем резкое снижение на 20% младенческой смертности. И, наверное, это тоже все-таки характеризует то внимание, которое в республике уделяется, и введение перинатального центра, конечно, будет серьезным подспорьем. Пару слов о структуре бюджета. К сожалению, сегодня республика является не просто дотационной, а высокодотационной. Это мы должны учитывать при дальнейших подходах по формированию программы развития региона. С одной стороны, продолжая решать острые социальные вопросы, но понимая, несмотря на позитивную динамику сегодня и в сельском хозяйстве, и в промышленности, что именно развитие реального сектора экономики при общих ограничениях федерального бюджета есть один из ответов на то, как и за счет каких источников могли решаться внутри республики социальные вопросы. Хотел бы сказать, что если мы даже посмотрим на структуру экономики и структуру внутреннего регионального продукта, то пока больше 20% здесь занимают такие, скажем так, отрасли, как госуправление, строительство. И для нас ключевая задача все-таки изменить эту пропорцию за счет реального сектора экономики. Вы отметили, что сегодня в регионе уже реализуется 18 инвестиционных проектов, 14 из них запущены при поддержке федерального бюджета, 4 мы надеемся завершить в рамках этого и следующего года. И уже как результат мы имеем дополнительно плюс более 2500 рабочих мест. И как вы отметили, опять же, несмотря на общие консервативные тенденции в целом по Российской Федерации и по промышленному производству, и по объему продукции сельского хозяйства, у нас здесь позитивная динамика. Хотя, конечно, это еще пока только начало. Хотелось бы отметить по тем социальным вопросам, которые вы сказали, по системе образования. Конечно, мы понимаем, что если дети учатся в третью смену, то говорить о каком-либо качественном образовании, о той задаче амбициозной формирования трудовых ресурсов для Российской Федерации невозможно. Поэтому в целом мы в рамках ФЦП Юг России и ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» планируем до 2016 года максимально завершить решение этой проблемы, хотя порядка 250 детей еще в сельских территориях должны будут ходить в третью смену. Поэтому мы сейчас будем писать в рамках продолжения программы ФЦП Юг России под программу Республики Ингушетия до 2025 года. И этот
сегмент как ключевой приоритет обязательно обозначим. Но я в целом хотел бы сказать, Владимир Владимирович, что на территории Республики Ингушетия реализуется 12 федеральных программ. И ключевой из этих программ является госпрограмма развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. По структуре до 2016 года включительно у нас доминирующей было направление развития социальных отраслей. И в целом в республике уже построено более 56 объектов, еще в стадии реализации находится 27 объектов, что позволит в том числе и увеличить обеспеченность и больничными койками, и, соответственно, медико-биологические показатели в целом улучшить, и сократить очередь в детских дошкольных учреждениях, и минимизировать, как вы сказали, в третью смену. Но, скажем, еще ряд острых вопросов существует. Одним из ключевых для нас является завершение тех объектов, которые были начаты в предыдущие годы. Одним из них является как раз, статистика есть у Минздрава, это увеличение онкологических заболеваний, в первую очередь за счет качественного выявления. И мы хотели бы вашей поддержки, в первую очередь Министерства финансов и экономического развития. У нас есть 330 миллионов от ФЦП Ингушетия, Юг России, Ингушетия, извините, для того, чтобы их перераспределить, именно для того, чтобы этот объект начал полноценно в этом году, в следующем году уже работать и выполнять то предназначение, ради которого он строился, но последние годы был законсервирован. Все-таки я сказал, что уклон, Владимир Владимирович, был сделан на социальную сферу, но на уровне председателя правительства мы провели анализ структуры бюджета Республики Ингушетия, посмотрели объем инвестиций, который, несмотря на то, что в целом из года в год увеличился, но имеет в последние годы очень такую неровную динамику, потому что основной объем инвестиций все-таки доминировал за счет государственных инвестиций. И была поддержана позиция министерства, что с 2017 года в целом по всем регионам Северо-Кавказского федерального округа и в том числе Республики Ингушетия мы в рамках госпрограммы акцент делаем на реальный сектор экономики. Потому что без создания собственной доходной базы просто-напросто, уже по структуре видно, у нас не будет источников для развития социальной сферы. Это не означает, что мы предполагаем отказаться от острых социальных вопросов, но все-таки реальный сектор экономики должен стать доминантой. Особенно сегодня, когда есть антикризисный план правительства, когда есть понятная программа по импортозамещению, и по нашей оценке в целом СКФО и Республика Ингушетия имеют серьезные предпосылки и экономические, и традиционно отраслевые, которые могли бы занять существенную нишу не только в рамках региона, но и Российской Федерации. И через это решить и вопросы снижения безработицы и пополнения собственной доходной базы. Что очень важно, почему еще нужна эта актуализация, потому что мы будем иметь единый документ, который будет синхронизирован в рамках всей госпрограммы до 2025 года. Он будет синхронизирован между субъектами Российской Федерации, входящих в СКФО, что даст нам возможность смотреть не только по развитию каждого субъекта, но и развитию межкооперационных связей, как в экономическом секторе, так и, что очень важно, и в социальном секторе. Если мы посмотрим, что площадь территории республики 3,6 тысяч квадратных километров. Это, с одной стороны, очень мало, но с другой стороны, это дает возможность использовать и создавать не только собственную инфраструктуру, но и эффективно, скажем так, принимать решения по созданию дополнительных объектов в рамках всего округа, решая задачу не только одного субъекта, но и в целом. Подводя итог, Владимир Владимирович, хочу отметить, что республика последние годы демонстрировала в целом позитивные результаты. Я думаю, при формировании дальнейшей и поддержки программы социально-экономического развития республики, которую мы должны актуализировать к концу этого года, те проблемы, которые являются ключевыми, мы сможем также качественно решать. Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия. В первом полугодии 2015 года в полном объеме исполнены социальные обязательности бюджета перед населением, достигнут рост по основным показателям социально-экономического развития Республики
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Валовый оригинальный продукт по итогам 2014 года вырос на 13,7%, и в 2015 году мы прогнозируем рост на 11,8%. Если сравнивать 2009 год 19 миллиардов, то на сегодняшний день, в 2014 году, это уже 51,4 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства вырос на 1,2%, индекс сельхозпроизводства вырос на 6,3%. В соответствии с оценкой эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, проведенной правительством Российской Федерации, по итогам 2012, 2013, 2014 годов республика входит в двадцатку субъектов самых успешных регионов страны. Собственные доходы консолидированного бюджета республики в 2015 году выросли на 11,3%, но и до конца года мы планируем снизить дотационность с 84% до 76,9%. Сравнить 2009 год дотационность субъекта было 94,7%. Средняя заработная плата по экономике выросла в 2015 году на 5,3%. Уровень общей безработицы, опять же, буквально за 3 года мы ее снизили на 20,5 тысяч человек. Так как благодаря работе всех министерств, ведомств, правительства Российской Федерации и исполнению вот этих программ федеральных целевых, в том числе, ну и привлечению инвестиций частных. Особо хочется отметить в снижении безработицы вот та программа, которая есть по линии Министерства экономического развития Российской Федерации, поддержка предпринимательства. Она дает наиболее высокий эффект именно вот в таких регионах, как Республика Ингушетия. С 2009 года в республике введено в эксплуатацию более 200 объектов различных направлений. В рамках выполнения задач по импортозамещению мы определили ряд ключевых направлений агропромышленного комплекса. Если мясомолочной продукции, это введен в эксплуатацию мясомолочный комплекс мощностью 7,5 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год. Также запущен завод по переработке молока мощностью 12 тонн в сутки. В 2016 году будет введен в эксплуатацию мясоперерабатывающий завод мощностью 40 тысяч тонн. При активном участии Внешэкономбанка реализуется крупный инвестпроект при поддержке Минкавказа по строительству птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки мощностью производства более 10 тысяч тонн. Реализация указанных проектов позволит на 2017-2018 году обеспечить на 70 и более процентов продукции мясного молочного производства населения республики. В сфере развития овощеводства упор делаем на картофельное производство, это исторически. Уже сегодня мы обеспечиваем на 70% республику, а через 2 года будем уже поставлять картофель в другие регионы, 100% обеспечим республику. А также ряд проектов, также с участием Внешэкономбанка и Минкавказа по строительству тепличных хозяйств. Уже сегодня земля отведена, работы начаты, строительство более 100 гектаров тепличных хозяйств. В сфере переработки сельхозпродукции функционирует великолепный консервный завод, который мощностью 14 миллионов условных банок. Он уже сегодня работает, выпускает продукцию. В сфере развития садоводства здесь у нас наибольший успех. Ведется закладка яблоневых садов. Уже на сегодняшний день с 243 гектаров собирается урожай более 2000 тонн. Поставки уже, мы подписали соглашение, уже идут поставки в Москву, Московскую область. Там уже яблоки наши представляют. К концу 2018 года по уровню развития садоводства мы хотим выйти в лидеры в Северокавказском федеральном округе. Более 1000 гектаров садов, в том числе не только яблоки, но и различные фруктовые производства. Также в овощеводстве мы заложили в этом году впервые в промышленном производстве лук, чеснок и другие, и бахчевые культуры, что тоже дали хороший результат. В зерновых культурах мы делаем упор на историческое, в том числе на кукурузу, с учетом малоземелья, у нас кукуруза хорошо идет, и производство яичных семян, пшеницы и ячменя. В сфере развития рыбного производства мы возродили советское прошлое. Уже сегодня работает порядка 13 гектаров водного зеркала рыбного производства. К концу 2017 года хотим довести до 110 гектаров и выйти на уровень 500 тонн рыбы в год, уже в 2018 году. 17-18 году.
В части создания благоприятного инвестиционного климата реализуются мероприятия по мониторингу стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Уже 15 пунктов стандарта внедрены в 2014 году. Развернут инвестиционный штаб, проектный офис, действует инвестиционный совет и агентство инвестиционного развития Республики Ингушетия. На основе государственно-частного партнерства реализуется ряд проектов, в том числе промышленного направления, и в целях развития государственно-частного партнерства подписано соглашение, оно уже работает. В части выполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности республики, в соответствии с вашим поручением, уважаемый Владимир Владимирович, создана комиссия по его исполнению. Объем экономии после оптимизации расходов составил свыше 1,3 миллиарда рублей. В целях оказания адресной продовольственной помощи малоимущим и нуждающимся гражданам во всех муниципальных образованиях, в магазинах открыты социальные отделы, на которых открыты социальные полки, в том числе социальные отделы, где цена товаров на порядок ниже, чем обычная. В части выполнения майских указов. В 2014 году в полном объеме достигнуты установленные майским указом показатели, за исключением обеспечения 100% доступного дошкольного образования. Здесь довольно серьезная проблема. Здесь меня в этом направлении поддержит и министр по делам Северного Кавказа, и полномочный представитель ваш в Северо-Кавказском федеральном округе, и другие министерства, в том числе Министерство образования. Владимир Ильич, Республика Ингушетия, она исторически не имела социальной базы, и я дальше скажу по проблемам, но здесь особая проблема. Я не прошу, сегодня нам надо 230 там, детских садиков там, и порядка 70 школ, но я их сегодня не прошу, почему? Потому что у нас нет кадров на то, чтобы сразу ввести в строй. Но кроме взноса, конечно, сегодня необходимо было бы до 30 детских садиков и до 20 школ. Почему? Потому что у меня 7 школ сегодня мы снизили, с 21 школы до 7 школ, трехсменку. Но при этом надо признать, что 7 школ 3 смены, а 70% школ работает 2 смены. Довольно серьезная ситуация. И более 20 тысяч детей, которые у нас не могут попасть в садик. Да, мы выходим из положения, создаем частные садики, там еще какие-то формы продумаем, но этого недостаточно. Сегодня садик, который стандартный на 220 мест, мы дополнительно освобождаем помещение, делаем до 4 мест. Опять же, это не решает проблему. Почему? Потому что сама методика обучения и педагогика обучения в детских садиках, оно не позволяет такое количество проводить через одного там методиста или педагога. По линии здравоохранения здесь у нас тесное взаимодействие. Спасибо, Вероника Игоревна, за работу, за ту помощь, которую вы оказываете. Благодаря вам и вашему личному приезду мы вышли уже на, если медицинским языком говорить, на 3 уровнях. Это было совершенно за 3 года сделана хорошая революция. Еще раз подчеркиваю, великолепная программа модернизации здравоохранения, в том числе программа модернизации образования. Они довольно хороший толчок дали. Мы сегодня в республике имеем порядка 80% современного оборудования, что позволяет качественно лечить население. Но опять же вопрос, который сейчас только что поднимал Лев Владимирович по онкодиспансеру. Тоже моя просьба была бы, чтобы я и с министром экономики, и с министром финансов этот вопрос проговорил. 330 миллионов перекинуть с Минэнерго на выполнение этой задачи. Мы бы хотя бы уже запустили бы этот онкодиспансер на 70% работы. У нас наибольшие проблемы это по новообразованиям, смертность, повышение, и детская смертность. Почему? Потому что не было ни перинатального центра, ни специалистов родильных домов. Спасибо, Владимир Владимирович, что приняли решение по перинатальному центру. Не знаю, цифра, почему, что мы остаем. Мы сегодня нагоняем, уже вышли на хороший результат. И по графику до конца ноября месяца мы ликвидируем отставание я не буду сегодня говорить, кто виноват в этом, но мы это все уже нагнали и с Ростехом довольно плотно в этом направлении работаем. Проблем здесь нет. В части выполнения поручения по созданию многофункциональных центров, Владимир Владимирович, хочу доложить, что мы на 100% выполнили эту задачу с опережением. Уже в прошлом году это было сделано. Все 9 многофункциональных центров построены, и 100% обеспеченности и доступности граждан есть. Вопрос сегодня стоит по приучить людей к тому, чтобы уже работать в системе одного окна. Ну и тех, кто стоял за этими проектами, за этими
вопросами, чтобы их приучить к тому, чтобы эти свои полномочия передавать в эти многофункциональные центры. Довольно успешно мы реализуем программу по ветхому жилью, по аварийному жилью. Владимир Владимирович, здесь мы взяли на себя обязательства, это немного субъектов, которые такие обязательства взяли. Мы до конца 2015 года выполняем задачи 2017 года, но при этом Минстрой нам обещает, и Фонд реформы ЖКХ обещает бонус. Мы поэтому имеем стимул в этом направлении. И уже в этом году мы сдаем 22 аварийных многоквартирных дома, это задача 2017 года. Переселяем 2450 человек. Поэтому эта задача будет выполнена. Но здесь вопрос, то, что вы подняли по процентам, стоит вопрос не по квартирному жилью, а по частному жилью, по частному сектору. Мы с губернаторами по этому поводу обращались, Владимир Владимирович, здесь какую-то программу для частного сектора, конечно, было бы неплохо продумать для не только Ингушетии, но и для регионов страны. Проблемы на вопросы, Владимир Владимирович. Первое – это в сфере развития физической культуры. Мы этот вопрос поднимаем давно. Еще раз хочу подчеркнуть, что Республика Ингушетия, она создана на базе аграрного сектора. У нас не было никогда дворца спорта, никогда стадиона, никогда родильного дома специализированного, никогда не было дворца культуры. То есть объектов этих никогда не было. И сегодня республике достаточно по одному этому объекту поставить, чтобы мы в ближайшие 20 лет об этом уже не думали. Поэтому просьба все-таки принять всевозможные меры по завершению строительства дворца спорта на 3500 мест и строительство стадиона на 15 тысяч мест. У нас мы уже там и футбольный клуб, и хоккейная команда, и другие проекты, и мероприятия провести просто физически негде, а население растет. Сегодня уже 464 тысячи человек, и довольно серьезная проблема в этом проекте. Второе, Владимир Владимирович, у нас населенные пункты от 7 до 20 тысяч человек. И более 27 населенных пунктов, где нет даже специализированного физкультурно-оздоровительного комплекса. Да, серьезно помогает Министерство спорта, мы довольно много задач выполнили, но тем не менее эти объекты нужны, и просьба, я в своем письме указал, который вы сейчас только что подписали, до 20 физкультурно-оздоровительных комплексов. Только что мы недавно открыли Ледовый дворец, великолепный, уже работает своя команда. Сегодня проходит соревнования между командами, детскими командами Осетии, Ингушетии, Чеченской Республики. Вот уже сейчас там соревнования идут. Но, опять же, муниципальных образованиях еще бы 3 катка и 4 бассейна, это было бы довольно серьезно. Почему? Потому что молодежи много, детей много, ходить, посещать некуда. Я почему это говорю, Владимир Владимирович? Субъекты, у которых есть 90-летняя советская история, у них хотя бы старая эта база осталась. Это есть. А в Ингушетии этого никогда и не было. Мы только благодаря Министерству образования открыли бассейн, и партия «Единая Россия» открыли бассейн, только первый, единственный бассейн в республике, который был позапрошлом году. Никогда и даже бассейна не было. В сфере развития культуры, Владимир Ильич, мы писали письма, мы участвовали в программе ФЦП «Культура России». У нас сегодня русский драмтеатр, Национальный музей, все объекты находятся в приспособленных аварийных помещениях. У нас нет ни одного специализированного помещения под эти учреждения культуры. Нет дворца культуры. Единственный дворец культуры муниципальный, где помещение позволяет там принять только до 300 человек. Поэтому здесь, благодаря и выделенным средствам по линии правительства Российской Федерации и заботе Министерства культуры, мы уже 23-го открываем Центр культурного развития, он готов уже давно. И министр культуры России обещал уже присутствовать на этом мероприятии. Открываем Центр культурного развития в Магасе. Но вот эти объекты кровь из носу нужны. Почему? Потому что... И плюс, я, Владимир Ильич, там докладывал раньше, опять же, тех же населенных пунктов, хотя бы 50 на 50 софинансирования, мы бы начали бы искать эти средства, в том числе построить там хотя бы 27 населенных пунктов дома культуры небольшого такого направления. Почему? Потому что школы работают 2-3 смены, и мы даже вот те задачи, которые ставим там педагогам, дополнительные занятия, там хотя бы кружки в школах, они просто не в состоянии. Педагог, который 2 смены отработал, там же еще развертывают кружки, не в состоянии. В сфере развития транспортного сообщения, Владимир Ильич, здесь довольно серьезное взаимодействие есть, но все-таки хотел бы настоять на том, чтобы, да, проект есть, проект принят Министерством транспорта, до конца 2020 года завершить реконструкцию федеральной дороги. Но если можно этот проект реализовать до конца 2018 года, осталось 29 километров всего реконструкции. Первые 13 километров мы завершаем к концу октября месяца, поэтому просьба это. И все-таки включить проект, программу
объездную дорогу вокруг города Назрань. Эти проекты уже сделаны, реализуются уже вокруг города Беслан, Хасавюрта, Гудермеса. Назрань – это такой же город, и тут просто довольно насыщенная транспортная логистика в этом направлении. И опять же, Владимир Владимирович, невозможно сегодня говорить о инвестициях. У нас рост инвестиций довольно серьезный, если у нас нет международного аэропорта. Единственный аэропорт в регионах Северного Кавказа – это Магаз, он современный, 3400 полоса, все типы самолетов принимает, один из самых красивых аэропортов. И все-таки в письме я это тоже указал, сделать его международным. Почему? Потому что довольно серьезно мы подняли бы там инвестиционную привлекательность субъекта, ну и туристическое направление, где мы сейчас довольно серьезно работаем. По бюджету, тут у нас есть споры с министром финансов, я понимаю, там Антон Германович, что деньги бережет, но кроме взноса у нас довольно серьезное заимствование средств с прошлого года, и в этом году у нас произошло. Почему у нас и восставание сейчас, сегодня строительство объектов, мы их выровняем до конца ноября, но сегодня, кроме взноса, мы стоим на грани или получения коммерческого кредита, 1,5 миллиарда, 2 миллиарда рублей. Я обратился с просьбой к Антону Ильичу, чтобы хотя бы дать бюджетный, ну, у нас балансированность, если нет, то хотя бы бюджетный кредит. Почему? Потому что если мы сейчас получим коммерческий кредит, мы просто в кабалу себя загоним, и просьба поддержать. Ну и крайний вопрос, Владимир Владимирович, это просто пролонгация нашей ФЦП с Минкавказом, с Минэкономики мы проговорили эти вопросы. Опять же, изначально 29 миллиардов на ФЦП выделенных, из этих 29 миллиардов секвестр 4,1 миллиард, 4,7 миллиарда мы выполняем федеральные задачи, это по строительству жилья по вынужденным переселенцам Чеченской Республики, и 3 миллиарда по оползным зонам, то есть 12 миллиардов. И, конечно, мы сейчас те индикаторы, за что нас и ругает Министерство экономики, индикаторы, которые заложены были по, и Лев Владимирович сейчас это отметил, по рабочим местам, по дотационности снижению, конечно, мы их не можем выполнить. Почему? Потому что у нас почти 40% ушло на выполнение социальных обязательств федеральных. Поэтому прошу здесь все-таки поддержать нас в пролонгацию. Доклад закончил. Спасибо.